Здравствуйте, дорогие школьники и подписчики нашего YouTube-канала. Сегодня с вами я, Джазгуля Тантаева, и наш уважаемый гость Канубек Чериков, сооснователь компании «Чериков и партнеры», а также налоговый юрист. Здравствуйте, Канубек. Здравствуйте, Джазгуля. Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Спасибо. Благодарим, что вы согласились быть одним из наших первых гостей. И сегодня мы бы хотели бы, чтобы вы раскрыли немного о своей профессии, да? Есть много школьников, которые не знакомы с данной профессией. Я думаю, что в рамках этого подкаста мы сможем до многих довести правильную информацию о том, кто такой налоговый юрист, чем он занимается, какие преимущества, перспективы у данной профессии. Хорошо. Не могли бы для начала немного о себе рассказать? Мне 39 лет, жена, 2 детей. Родился в Бишкеке. Учился, прожил тоже всю жизнь в Бишкеке, окончил Кыргызско-Российский славянский университет, юридический факультет в 2007 году. Вот с тех пор я начал, вернее, я еще студентом начал работать по специальности. Вначале работал бесплатно, стажировался. Я это не рассматривал как то, что я работаю бесплатно, я это рассматривал как то, что меня бесплатно учат. Потому что одно дело теория, другое дело совсем практика. Да. И вот, когда я окончил университет, у меня уже вопрос с работой не стоял, я уже работал. Вот. Я мечтал о карьере, и я считаю, что я ее построил. Вот. И в какой-то момент я просто пересмотрел свои жизненные цели и решил, что карьера мне больше... я не хочу дальше по ней идти. И я решил открыть свое дело. И вот с тех пор я как бы в свободном плавании, можно сказать. У меня есть бизнес, доля в ней. И параллельно я сейчас больше занимаюсь образовательным направлением. Вы не могли бы немного о своей профессии рассказать? То есть кто такой налоговый юрист? О преимуществах и отличиях. Да, чем отличается налоговый юрист от того же юриста? То есть у многих школьников, когда мы говорим о юриспруденции, о юристах, сразу идет понимание, что это либо судья, либо следователь, либо прокурор. Я думаю, что для многих школьников профессия как налоговый юрист было бы открытием. Отличия есть. Вообще налоги – это смежная сфера между бухгалтерией и юриспруденцией. Поэтому не все юристы, скажем так, я даже больше скажу, большинство юристов плохо разбираются в налогах, потому что они не бухгалтера. Большинство бухгалтеров тоже лучше, конечно, чем большинство юристов, но тоже не очень хорошо разбираются в налогах, потому что они не юристы, а налоги – это прежде всего законодательство. Вот. И поэтому, чтобы быть… то есть налоговый юрист – это, по сути, наполовину бухгалтер, наполовину юрист. Кто-то все-таки в профессию больше из юриспруденции пришел, как я, и впоследствии освоил бухгалтерию. Кто-то наоборот, изначально экономист, то есть бухгалтер, аудитор, и впоследствии как бы освоил основы юриспруденции. Поэтому главное отличие, что это смежная профессия. То есть, в принципе, это и не бухгалтер, и не юрист, но я бы по-другому сказал, он и бухгалтер, и юрист. Да. Обладающий знаниями из экономики, бухгалтерии, и права. Отлично. Расскажите, пожалуйста, нам, как вы пришли к этой профессии? То есть вы мечтали о ней с детства, либо же это уже немного в осознанном возрасте, выбор сделанный в осознанном возрасте? Я бы не сказал, что прям… именно если про профессию налогового юриста, то да, это больше, наверное, уже, осознанный возраст был. Вот. А в целом, если в профессию юриста, то я хотел еще со школы, то есть где-то класса с 9-10 я начал уже интересоваться правом. То есть у нас был предмет такой, не помню, как называется, в школе. Да? Что-то связано с этим, и мы там проходили Конституцию. Вот, я помню, попросил купить мне ее родителей, эту Конституцию, и я ее штудировал. Мне это было дико интересно почему-то, хотя в 9 классе, да, казалось бы, у детей совсем другие мысли. Вот.
И потом, получается, и при этом я хорошо писал сочинения в школе. И я не мог выбрать между этими двумя профессиями, то есть журналист или юрист. У меня папа журналист просто, и я считаю, что мне все равно гены благодаря ему достались, то есть я неплохо пишу. Вот. И я не знал, куда мне пойти, либо в 11 классе на журналистику, либо на юриспруденцию. И хорошо, я додумался тогда пойти к психологу в школе при КРСУ, там работал психолог. И я сдал тесты на профориентацию, и мне сказали, вообще из всех профессий у меня больше всего, ну, из всех, я разные профессии как бы перечислил, надо было написать все, к чему у тебя какой-то интерес есть. И из всех этих профессий мне сказали больше всего способностей к юриспруденции, к журналистике. Ну, и я опять подумал и сравнил, где у меня шансов больше поступить на бюджет в Славянский. И как бы, исходя, наверное, из этого, я поступил на юрфак. И я прошел на бюджет, потому что там бюджетных мест было больше. То есть вы проучились на бюджете. Мне кажется, очень отличная мысль, которую вы сказали, что нужно все-таки с кем-то посоветоваться, кто может помочь выбрать профессию, да? Специалисту. И если мы вас правильно понимаем, то специалист вам подсказал, то есть из тех тестов, да, из заданий, которые вы делали, вы смогли понять, что юриспруденция вам ближе всего. Ну, то есть юриспруденция и журналистика. Да. Дальше я уже сам сделал выбор. Исходя из вот когда вы делали выбор, чем вы руководствовались? Рациональными соображениями. Потому что, да, есть хотелки у нас, но есть также реальная жизнь, мы ее не можем игнорировать. У моих родителей не было возможности оплачивать контракт в таком одном из самых дорогих на тот момент вузов. Вот. И при этом мне хотелось в этих вузах учиться. И вообще я, в принципе, считаю, что выбор профессии важен, но не менее важен контекст, в котором ты учишься. То есть это вуз, это окружение, это преподаватели и в целом какая там культура. Поэтому я считаю, что я сделал правильный выбор. То есть не только специальностью ориентировался, но и контекстом. Ну, смотря ваши сегодняшние результаты, можно точностью уверенно сказать, что вы сделали правильный выбор. Спасибо. Вот следующий важный вопрос. Ну, мне кажется, этот вопрос волнует очень многих школьников, потому что родители играют немаловажную роль. Вы ранее упомянули, что там у вас отец был журналистом, и у вас есть способность, предрасположенность, и вы как раз-таки раздумывали, да, о том, либо стать юристом, либо стать журналистом. Да. И вот какая роль была ваших родителей при выборе профессии? Участвовали ли они, давали ли какие-то советы? Прежде всего, я благодарен родителям, что они на меня не давили, потому что, глядя на другие семьи, на другие истории, я понимаю, что это вообще очень распространенное явление. С другой стороны, наверное, тоже это отчасти вина и этих людей, потому что они, по сути, как сказать, сами не проявляли инициативу, поэтому, по сути, они отдали этот выбор родителям своим добровольно. Вот. У меня, слава богу, другая ситуация была, и родители, они ориентировались на мои желания, вот, и всячески помогали. Тот же психолог, это, по-моему, они мне подсказали, либо я услышал, но они очень поддержали это, вот, оплатили. И, ну, то есть они никогда не говорили, вот пойдешь сюда, они мне просто говорили, даже в случае с тем же юрфаком, они мне подсказывали, что там больше бюджетных мест, и как ты думаешь, может быть, тебе все-таки туда пойти, вот, но решай сам. И, ну, то есть выбор принимал я в любом случае, за что я благодарен родителям. Вот. Просто они мне как кейс говорили, вот у нас есть вот такие возможности, и у тебя есть вот такой вот выбор. Ну, как бы, ставки ты знаешь. Вот. Ну, мне кажется, это самое классное, что могут сделать родители. Да. Быть советниками и дать оставить право выбора за тобой. Да. Тогда перейдем к следующему вопросу. Какими качествами, уже, наверное, больше поговорим о профессии,
Какими качествами должен обладать налоговый юрист? Какими навыками? Давайте я сначала поговорю в целом про юриста, а потом про налогового. Там есть специфика. Значит, в целом, для того, чтобы стать юристом, вообще начнем с того, что эта профессия, она проживет еще долго, в отличие, скажем, от профессии бухгалтера, к сожалению, в том виде, в котором она сейчас есть. Потому что искусственный интеллект, роботизация, машинное обучение, ну, как бы, скажем так, на юриспруденцию они повлияют в меньшей степени, скорее помогут. Вот, потому что это творческая профессия, как раз выживут прежде всего в том виде, в котором они сейчас есть, творческие профессии. Юриспруденция – это одна из них. Вот. Но ее особенность в том, что, как сказал один известный адвокат, что юриспруденция – это что среднее между математикой и философией. То есть, да, там есть простор для фантазии, для творчества. Очень многое зависит от того, насколько у тебя гибкое мышление, а это творчество. Но при этом нужна точность. То есть юриспруденция, она не прощает невнимательности и ошибок. Вот, они очень дорого могут стоить. И поэтому, если вы чувствуете в себе вот такое сочетание, тогда у вас есть большие шансы стать успешным юристом, востребованным. Вот, какие еще? Ну, то есть, как я уже сказал, внимательность нужна, креативность, ну, то есть вот, творческая такая, то есть находить нестандартные решения, умение, скажем так, взглянуть на ситуацию под разными углами, когда надо умение перевернуть все с ног на голову. Вот, и это, ну, то есть этим отличается профессия от, скажем, точных наук. То есть там математический принцип, есть только один правильный ответ. То есть есть истина, есть ложь, как в Excel, да? А в юриспруденции не так. То есть истин может быть много. Да. Вот, и этим и отличается. То есть это философия. Там тоже нет абсолютной истины. Ну, по крайней мере, одна школа так говорит, вторая ее опровергает, но не суть. То, что они не пришли к этому, это уже говорит в пользу того, о чем я говорю. А если говорить о профессии именно налогового юриста, то там нужна вдвойне гибкость мышления, потому что, по сути, вам приходится быть и бухгалтером, и юристом, как я сказал, и поэтому у юристов и у бухгалтеров мышление отличается. Опять же, у бухгалтеров оно больше в сторону математического, то есть когда они все равно ищут бухгалтера один единственный правильный ответ. Вот. Точную сумму, да? Да, точную сумму, ну потому что у них такая специфика работы. Конечно, там есть нюансы, есть стандарты, которые тоже оставляют многое на откуп, скажем так, есть такое понятие суждения, да, бухгалтера. То есть ты руководствуешься принципами, но решение принимаешь в каждом конкретном случае сам. То есть бывает ситуация, когда нет одного правильного ответа, но все равно это редкость. У юристов наоборот, и поэтому тебе приходится совмещать эти два мышления, иначе человек, он просто… Ну, потому что большинство юристов, они читают налоги, они просто не въезжают. Или начиная с того, что элементарно они не знают основ бухгалтерии, то есть какие-то термины, ну, то есть матчасть, да, грубо говоря, это нужно… Ну, то есть, по сути, вам придется освоить две профессии, и нужно очень гибко мыслить, потому что вам нужно уметь смотреть на это и глазами бухгалтера, и глазами юриста. Поэтому я считаю, налогового юриста профессия, она сложнее вдвойне, потому что она комбинирование, но с уверенностью могу вам сказать, что без куска хлеба вы точно не останетесь, потому что обычных юристов, конечно, хороших юристов всегда меньше, чем, скажем так, посредственных, как в любой профессии, но налоговых юристов, а тем более хороших, их в десятки раз меньше, и они востребованы очень, потому что, как вы, наверное, в новостях читаете или слышите, сейчас государство активно занимается реформами налоговыми, выводит бизнес из тени, поэтому роль налоговых специалистов, она растет прямо на глазах.
Да, то есть сегодня бизнес нуждается в налоговых юристах. И вот как раз-таки мы вот заговорили немного о том, где работают налоговые юристы, чем они занимаются. Могли бы и вот с этой стороны раскрыть. То есть, Какие есть перспективы? да, какие есть перспективы, какие есть возможности. И то есть, хорошо, ты отучился на налогового юриста. Где ты можешь себе найти работу? Я советую очень настоятельно начинать все-таки в найме. То есть устроиться куда-то работать. И желательно еще студентом, потому что когда я был студентом, свой опыт расскажу, передо мной, как и перед всеми студентами, стоял вопрос, ну то есть у кого нет богатых родителей, стоял вопрос, что делать. Идти не по специальности, но сразу начать зарабатывать там официантами, барменами и так далее, либо пойти по специальности, но за бесплатно, на перспективу. Это очень сложный выбор на самом деле. Это сейчас, когда ты сытый, кажется, все очевидно, но в тот момент ты же молодой, тебе хочется и девушек приглашать куда-то, на все это нужны деньги. Поэтому это очень сложный выбор. Но я его сделал. Я выбрал второе, и столько раз я себя за это благодарил, потому что я хорошо мыслил тогда разумно, я понимал, что к тому моменту, как мы все закончим университет, таких как я, с дипломами без опыта работы, их будет вагонами. Ну, то есть, как бы я буду неконкурентоспособен просто. Поэтому я решил как бы начать раньше и дать себе фору. То есть к тому моменту, чтобы у меня был уже опыт и желательно уже работа. И так и получилось. Большинство моих однокурсников, когда закончили, они начинали с того же, с чего я начинал, на курсе на третьем, четвертом. То есть такая больше механическая работа. Вот. Но, скажем так, я выиграл время. И я вам тоже очень советую так делать. Просто напрашивайтесь, ну, то есть вам нужен стажер. И, допустим, из 10 этих предложений хотя бы один согласится, ну или одна компания. И учите английский. Вот прям это очень важно, даже не обсуждается. И, значит, что произошло потом, я сам не понял, как я устроился в одной из крупнейших юридических компаний страны. Ее основательница была юрист Гульнара Каликова. Кто не в курсе, это первый юрист из Кыргызстана, который окончила Гарвард. И она открыла здесь юридическую компанию, которая обслуживала в основном иностранных инвесторов. И я был на 4-м курсе, я пришел, я до конца не понимал, куда я попал, но я чувствовал, что здесь пахнет деньгами, потому что офис, сотрудники, то, как они одеваются, как они разговаривают, ну, то есть все говорило о том, что я попал в правильное место. Ну и самое главное, культура. Там большинство людей с западным образованием. Я понял, что мне надо английский учить. И мне прямым текстом сказали, учи английский. Поэтому я советую, вот у вас есть путь такой, в карьеру пойти. И так я дошел до большой четверки. Кто не в курсе, это 4 крупнейшие аудиторские компании в мире. На тот момент представительства 2 из них были в Кыргызстане, в Бишкеке. Я попал в одну из них, это компания Deloitte. И ну, это вообще как для бухгалтеров и налоговых специалистов, это как Google для айтишников. Да, то есть это топ, да? Да, это топ. В этом топе я дорос до старшего консультанта. Конечно, там еще можно было расти и расти, но я просто понял, что да, я достиг, в принципе, чего хотел, но дальше я не хочу этой дорогой идти, я хочу свое что-то. И потом ушел, открыл, пробовал разные бизнесы, но в целом я всегда практиковал налоги, и потом мы с партнером открыли бухгалтерскую компанию. Но я еще раз не советую вам сразу идти в свободное плавание. Вам нужно обучиться сначала у более опытных коллег, скажем так, в правильную компанию попасть. Вот. А в целом перспективы такие, то есть я мог дальше продолжать в карьере, то есть попасть вы можете в международную компанию, очень крупную,
И там, в принципе, можно расти до бесконечности, то есть в конце стать вообще партнером и глобальным партнером теоретически. Ну, то есть это вот уровень топ-менеджеров крупнейших компаний мира, если это ваше. А есть перспектива открыть свое что-то. То есть у того и того варианта есть свои плюсы и минусы. Есть третий путь. Вы можете вообще уйти от сферы налогов, открыть свой бизнес, скажем, в торговле, ну, то есть, я не знаю, или стартап свой открыть. То есть в любом случае эти знания налогов, они лишними не будут. Да, они как раз-таки помогут в бизнесе, да? Конечно, вы первое время можете сами себе бухгалтером быть. Ну, то есть это же налоги, это то, чего боятся все начинающие предприниматели. У вас этого страха не будет, у вас уже фора будет. Да. Следующий наш вопрос. Ну, в принципе, вы уже немного озвучили о вузах, да, в каких можно отучиться. То есть мы сейчас примерно из ваших ответов поняли, в каком направлении можно отучиться. То есть можно сперва отучиться либо на юриста, либо на бухгалтера и освоить уже потом дальше одно из двух. Второе, да, недостающее. В каких странах, в каких вузах нашей страны, по вашему мнению, хорошо обучают? То есть можно ли... В принципе, юриспруденция, она у нас в нескольких вузах есть. Если говорить в целом про юриспруденцию, то, опять же, я закончил, сколько лет назад, получается, в 2007-м, это 17. В 2011 году, да, вы закончили? Нет, в 2007-м. В 2007-м. Это в 2007-м вы закончили? Да. Ну, считайте, сейчас 24-й год. 17 наверное, лет назад, на тот момент, я не знаю, какая сейчас ситуация на рынке вузов, но на тот момент, опять никого не хочу обидеть, но я рассматривал только два вуза, именно если говорить про юридическое направление, это АУЦА и Славянский. Потому что тогда выбора особо-то и не было. Потому что в других вузах, скажем так, не будем называть прямо, где учились мои одноклассники, друзья, там ситуация плачевная, конечно, была с обучением, с коррупцией. То есть там было легче разводить, чем учиться самому. То есть когда ты начинаешь, говоришь, я сам сдам, у тебя могут начинаться проблемы. У нас в Славянском наоборот. Да, там в мое время была коррупция, не знаю, как сейчас, но было легче учиться самому. Вот когда ты хочешь развести, вот тогда начинаются проблемы, потому что напрямую ты не дашь. Надо искать через кого, и то это очень сложно было. Поэтому в мое время было два вуза. Сейчас, наверное, выбора больше, и вузов хороших становится больше, слава богу. Поэтому я сейчас ситуацию, к сожалению, не знаю. Ну, смотрите в целом на вуз, я хочу сказать. То есть какая там атмосфера, культура, что там, как бы, какие ценности у этого вуза, что там на первом месте стоит. И думают ли они действительно о вашем будущем, либо там все для галочки. И если говорить именно про налогового юриста, вообще направление налоговое, ну, по крайней мере, я не буду говорить про экономфаки, где обучают налогам. Я хочу сказать, если вы хотите зайти со стороны юриспруденции в налоги, то есть в каких юридических факультетах хорошо обучают налогам. Опять же, я не знаю ситуацию сейчас, но в мое время, к сожалению, таких вузов не было. То есть 99% того, что я сейчас знаю про налоги, я осваивал сам, то есть вне вуза. Это курсы дополнительные. Сейчас ситуация, я так догадываюсь, ну, примерно такая же, может быть, чуть лучше, потому что, опять же, специалистов по налогообложению, которые еще и хорошо преподают, мне кажется, их очень мало, и я не знаю, я только единиц знаю, которые преподают, вот буквально по пальцам одной руки пересчитать, и, к сожалению, они в АУЦА сейчас. Возможно, они где-то еще преподают. Возможно, я не знаю специалистов, которые не менее профессионально и не менее хорошо преподают, они есть в других вузах. Опять же, не хочу никого обидеть, но вот из того, что я знаю, вот, своего ребенка, например, если бы он сказал, я хочу именно в налогах развиваться, я бы, наверное, все-таки в АУЦА отдал. Но еще раз, не хочу никого рекламировать, то есть есть не менее хорошие вузы, и я уверен, там тоже. Кстати, моя коллега Махаббат Джакипова, она преподает в Компас колледже, кстати.
это не вуз, но Да. что-то близкое, да, это специально, это колледж. Вот. И там, но единственное, она не преподает бухучет и налоги не для того, чтобы готовить к этой специальности, а для творческих профессий, стартапов, чтобы они умели элементарно просчитать даже экономику своего стартапа. Вот. Но это, наверное, чуть-чуть другое. Поэтому я как бы четкого такого ответа не могу дать, вот идите в этот вуз или идите в этот. Я могу сказать только, куда бы я, например, своего ребенка отдал, опять же, из тех знаний, которые я имею, представлений, которые я на сегодняшний день имею о вузах. Вот. Но опять же, я уверен, я не все знаю. Можем ли мы сделать такой вывод, что при выборе вуза нужно все-таки руководствоваться тем, какие знания ты там получишь, и сможешь, ну как, я из вашего ответа, да, исхожу. То есть вы руководствовались тем, что для вас важно было, чтобы вы самостоятельно смогли все сдать, обучиться, ну, то есть получить знания. Не как вот, ну, то есть некоторые дети же думают, что вот я поступлю и как-нибудь дозакончу. Что все-таки не с таким подходом должен быть, да, выбор вуза, а именно с той стороны, что вот ты должен поступить, и этот вуз тебе должен помочь освоить эту профессию, то есть дать те базовые знания, которые ты сможешь потом дальше уже на практике использовать. Вообще классный вопрос вы задали, он как бы вытекает из предыдущего. Вообще, в целом, ну то есть это продолжение, наверное, моего ответа на предыдущий вопрос. В целом я вам не советую такое большое значение придавать высшему образованию. Почему? Потому что это важно, конечно, я не спорю, но это еще не все. То есть это, ну, на мой взгляд, это 50% успеха. Остальные 50% зависят от вас, от того, насколько в какую среду вы попадаете после универа, в какой коллектив, действительно ли вас там обучают, действительно ли вы там растете, либо там все, грубо говоря, тухло, где никому до вас дела нет. Поэтому очень важно, в какую компанию вы попадете, к каким более старшим коллегам, да, действительно ли они менторы, да, наставники, либо как бы им ничего не нужно на самом деле, не нужно, чтобы выросли. И плюс от вас тоже зависит, то есть насколько вы активны. То есть если вы сидите, не подходите к ним с вопросами, они сами тоже не будут подходить. И плюс насколько вы занимаетесь дополнительным образованием. То есть я вот донимал, спасибо моим работодателям первым, они, в частности, Гульнаре Аманжоловне Каликовой, что они активно поощряли это. То есть они оплачивали курсы, в том числе финучет, английский. Ну, то есть вот те все возможности расти. Но опять же, это все от меня же исходило. Если бы я не подходила, они бы сами меня не отправляли, не искали бы мне курсы. Вот. Поэтому остальные 50% они зависят вот от вашей личной инициативы и от дополнительного образования. Поэтому еще раз, вуз — это только половина дела. То есть ты должен быть все-таки активным, и все-таки нужно понимать, что диплом — это не финиш, да, то есть нужно и дальше развиваться. Да, это только начало. И это обучение, оно никогда не закончится. Я до сих пор все равно что-то новое узнаю, хотя я уже 18 лет в этой сфере. Все равно вот буквально вчера только я вот курсы веду онлайн по налогам. Буквально вчера урок был, я от одного студента узнал то, чего я не знал на самом деле. Ну, то есть от студента, причем он не налоговый специалист. Поэтому мы продолжаем всю жизнь учиться. Поэтому это не конечная точка, это лишь начало. Да, то есть, мне кажется, это вот очень классная мысль была, да, которую вы сейчас сказали. Следующий важный вопрос. В принципе, наверное, мы немножко вернемся назад к выбору профессии, да? Может, у вас в целом есть какие-то лайфхаки или какие-то инструменты, методы, как вы делаете свой выбор? Дети сейчас, ну, многие дети будут смотреть этот подкаст и, наверное, после задумаются о том, какую профессию им нужно выбрать. И для них, наверное, какая-нибудь подсказка была бы, да? Если у вас есть какой-то свой инструмент, либо свой какой-то метод, как вы делаете выбор.
Ну, свой выбор я когда-то сделал. Ну, опять же, не буду зарекаться, может быть, я не знаю, где я буду, чем я буду заниматься через 5-10 лет. Вот. Но исходя из своего, оглядываясь назад, да, исходя из предыдущего опыта, мне лично помог психолог, то есть с тестами на профориентацию. Поэтому я прям вот, это обязательно такой лайфхак, причем научно обоснованный. Во вторую очередь я советую все-таки, наверное, отталкиваться от реальных возможностей, потому что мы никуда от этого не денемся. Третий лайфхак. Пользуйтесь тем, что вы молодые, у вас нет, по сути, никаких обязательств, и вы, по сути, ничем не рискуете. Максимум, чем вы рискуете, это своими карманными деньгами. Вы знаете, что вам всегда будет где жить и что есть, пока вы с родителями живете. Поэтому не бойтесь, пробуйте, работайте за бесплатно. Это вообще, ну это уже, наверное, если вы выбрали, да, специализацию. А по поводу выбора я еще, ну то есть смотрите, во взрослой жизни это намного сложнее сделать, выбрать профессию, чем в вашем возрасте. Вы еще, скажем так, не разучились слышать себя. То есть вот это вот «надо», оно не подавило еще ваше «хочу». Поэтому пользуйтесь этим, слушайте себя, но, знаете, я так скажу, не ориентируйтесь только на то, что нравится, потому что это очень непостоянная, скажем так, вещь, потому что что-то сегодня нравится, завтра не нравится. И любое хобби, когда оно превращается в работу, соответственно, в обязательство, оно уже перестает быть праздником. Поэтому начинайте взрослеть и как бы понимать, что, как сказать, помимо желания есть еще ответственность. То есть это и есть взросление, скажем так, психологическое, когда ты, да, ты хочешь, но ты понимаешь цену, которую тебе за это придется заплатить. Это и есть ответственность. Я больше советую ориентироваться, знаете, что решает в конечном итоге, будете вы счастливы в той или иной специальности или нет. Это, во-первых, финансовый рост. Ну, то есть, просто помяните мое слово, когда у вас появятся семьи, дети, это будет очень важно, и это поможет вам не бросить, не выгореть. То есть не просто хорошая зарплата, а чтобы она продолжала, или доход, если свое дело, а чтобы это продолжало расти, чтобы это было, имело перспективу роста. И, во-вторых, наверное, результат. Вы должны видеть результат своей работы. Потому что когда ты этого не видишь, я в частности считаю, что я выгорел в найме из-за этого. То есть я был консультантом, пусть даже старшим, но я не видел результатов своей работы. Я писал отчеты, анализы законодательства, дальше это все шло вышестоящим специалистам, менеджерам, партнерам, и только потом это клиентам шло, и я не знал дальнейшую судьбу вообще этой ситуации, этого вопроса. Я не понимал, помог я клиенту в итоге, не помог. Вообще в целом, ради чего я это делаю, улучшаю я что-то, чью-то жизнь, чей-то бизнес или нет. И это очень, как сказать, это очень сложно работать, не видя результат. Поэтому вот в конечном итоге эти две вещи определят. То есть это финансовый рост и удовлетворение от своей работы, видя ее результаты, видя пользу, которую ты приносишь миру. И где-то между ними стоит вот это вот «нравится». То есть оно тоже важно, но оно как бы, без вот этих двух вы так и будете метаться. То есть как перекати поле. Сегодня одним хочу заниматься, завтра другим. То есть это как два важных критерия, да? Ну, я для себя вывел. Ну, мне кажется, для многих, наверное, да, уже когда ты взрослеешь, да, как вы сказали, семью создаешь, все-таки два этих важных критерия становятся все-таки основными, на которые ты обращаешь внимание. И немного, наверное, такой, может, немного и философский вопрос, да?
Какой совет вы бы дали школьникам? Самый главный. Да, на самом деле очень много очень классных советов прозвучало во время подкаста, но самый главный, самый основной совет, который вы бы дали школьникам? Учитесь слышать себя, потому что я просто, как у меня дети появились, я очень увлекаюсь психологией, особенно детской, и я считаю, что это первично, потому что в конечном итоге мы все это делаем ради чувства счастья, наверное, чтобы быть счастливыми. Вот. А оно начинается вот здесь. А вот здесь начинается в детском возрасте. Большинство, вот психологи скажут, проблем, травм, комплексов, блоков, страхов, они имеют начало с детства. Поэтому начните уже сейчас. И, понятное дело, это не дешевое удовольствие ходить к хорошему психологу, и плюс, может быть, вы еще не готовы. Поэтому, но учиться слышать себя, я думаю, вы можете начинать уже сейчас. То есть я считаю, что с этого все и начинается, с мелочей. То есть хотите сегодня что-то сделать, сделайте. Хотите вы, я не знаю, на завтрак не то, что вам дают, а что-то другое, попросите. В конце концов, сами приготовьте себе это. Хотите прогуляться с утра, пробежаться, сделайте это. То есть понятно, что нельзя получить все, что мы хотим сразу, но в пределах, скажем так, доступности. А большинство вещей, которые мы хотим, они доступны, если они не навязаны нам обществом. И с этого начинается умение слышать себя, удовлетворять свои потребности. Когда ты их удовлетворяешь, ты начинаешь верить в себя, что все реально получить то, что я хочу. Просто что-то я могу сразу получить, а для чего-то нужно постараться, и время нужно. И проблема большинства людей во взрослой жизни, моего возраста, в том, что мы не знаем, чего мы хотим. Не знаем, чего мы хотим, потому что в психологии это называется синдром выученной беспомощности. То есть нам с детства говорили, что нам делать, нас не спрашивали, чего мы хотим. Это постсоветское такое, поколение, воспитание. И поэтому, если вы сейчас уже в более таком старшем школьном возрасте, многие вещи вы уже сами определяете. Элементарно, что вы хотите на завтрак поесть, как досуг свой провести и так далее. Поэтому с этого вы, может быть, сейчас не поверите, но с этого и начинается более глобальные проблемы во взрослой жизни. Поэтому вы можете уже сейчас на это повлиять. И к чему я веду, что самая большая проблема взрослых сейчас – они не знают, чего они в жизни хотят, и в частности в плане работы, чем они хотят заниматься. А это большинство психологов исходит из того, что это следствие этой выученной беспомощности, когда мы надевали не то, что мы хотим, а то, что нам давали. Мы просыпались, когда и ложились спать. Спать это все здоровье влияет. На здоровье влияет это действительно, родители, я считаю, должны настаивать. Но есть же много вещей, которые, скажем так, они могли нас спрашивать, правильно, но они не спрашивали. То есть они нам просто навязывали это. Опять же, я не говорю, что они со зла делали, они просто этого не понимали. Но сейчас вы можете на это повлиять. И поверьте, это убережет вас от более глобальных проблем во взрослой жизни, в частности, с проблемой, когда ты не знаешь, кем ты хочешь быть, чем ты хочешь заниматься. Поэтому мой, наверное, самый главный такой совет – учитесь слышать себя, свои желания. Да, мне кажется, вы очень хорошо подметили, что при выборе профессии нужно услышать себя. Потому что завтра тебе работать, то есть, как вы ранее говорили, это ответственность, которую ты будешь нести, и в то же время это должно тебя вдохновлять, чтобы ты мог дальше развиваться, расти. А вы этого не сможете сделать, потому что это мышца.
умение слышать себя, которое с детства развивается, как и вся наша мышечная система. То есть нам нужно над ней работать, да? И такой важный вопрос. Какая книга изменила вашу жизнь? Может, повлияла на ваш какой-то период или на вашу трансформацию? Я конкретно, вот именно если в детском возрасте брать, конкретную книгу не могу назвать, но однозначно могу сказать, что книги на меня очень большое влияние оказали. Может быть, благодаря книгам я, скажем так, не пошел по плохой дороге, потому что я рос в 90-е, поэтому все, кто рос в это время, понимают, как легко было сойти с пути. Может, есть любимая книга, вот книга, которую вы любите перечитывать? Знаете, во взрослой жизни я могу сказать, что на меня прям вот как game changer, да, оказался. Это книга, ну, к ней все неоднозначно относятся, включая меня сейчас, но оглядываясь назад, я понимаю, именно благодаря ней я нашел свой путь, благодаря чему я сейчас стал тем, кем я стал. Это книга Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Опять же, не все советы там, ну как сказать, я их одобряю, но в целом книга замечательная, и я жалею только, что я ее раньше не прочитал. Поэтому если школьники или студенты начнут ее читать, я думаю, они добьются многого намного раньше, быстрее. Почему мы заговорили о книге? В рамках данных подкастов многие школьники будут оставлять свои комментарии. То есть, если в данном видео какая-то мысль вам очень понравилась, либо вы в рамках просмотра данного подкаста для себя выделили какой-то особый инсайт, вы можете им поделиться в комментариях ниже. И Каныбек выберет самый лучший комментарий, который ему понравится, и подарит для данного школьника книгу, как я понимаю, вы подарите книгу Роберта Кийосаки, «Богатый папа», с удовольствием. Вот, так что оставляйте комментарии. Да, оставляйте комментарии, делитесь своими мыслями, делитесь теми важными инсайтами, которые вы смогли в рамках этого подкаста для себя выделить. И ставьте лайки обязательно. Да, это очень важно. И самый последний вопрос, он, наверное, прям философский уже такой вопрос. Что, по вашему мнению, главное и важное в жизни? Наверное, ответ тот же самый. Умение слышать себя. С этого все и начинается. Потому что если человек не умеет себя слушать, это не его вина ни в коем случае. Просто не развил он в себе этот навык, утерял он эту связь с собой. Ее нужно прокачивать. Если человек этого не умеет, то есть слышать себя, он не знает, чего хочет, он проживает не ту жизнь, которую хочет, занимается не тем, чем хочет, потому что он даже не знает, чего он хочет. И в итоге, в целом, он несчастлив. И, кстати, по мнению психологов, именно такие люди очень боятся смерти, потому что они не пожили. То есть, а потом все, уже ничего нету. Тот, кто счастлив, тот, кто живет, проживает свою жизнь, он в целом глобально не боится смерти, потому что он пожил. Он пожил так, как он хотел пожить. Поэтому я считаю, что это основа основ, умение слышать себя. Без этого невозможно, я считаю, проживать счастливую жизнь. И в конце, если у вас, может, какие-то пожелания, если вы хотите, напоследок что-то сказать ребятам? Да, хотел бы. Вы следующее поколение. Да, у вас жизнь легче, чем была у нас. И слава Богу. Но перед вами больше вызовов стоит на самом деле, потому что с каждым годом мир меняется все быстрее и быстрее. То есть те изменения, которые в мое время занимали лет 10, сейчас они могут за год происходить. Знания очень быстро устаревают. Дипломы, вузы, как таковые, я не знаю, будут ли они через 10 лет, честно, 15 лет.
Скорее всего, будут, но они видоизменятся. Как раньше, необходимости заучивать информацию уже нет. То есть это раньше мы ходили по библиотекам, выискивали эту информацию. Сейчас проблем с информацией нет. Ее, наоборот, слишком много. Поэтому сейчас на первый план выходят другие качества, которые необходимы, чтобы выжить и преуспеть в этой жизни. Прежде всего, это способность анализировать информацию. То есть, как я сказал, ее слишком много. Поэтому очень важно развивать в себе навыки критического мышления, то есть различать. К сожалению, очень много дезинформации, информации, которая не соответствует действительности, вводит в заблуждение, в том числе через информацию нами манипулируют. Поэтому развивайте в себе, наверное, навыки критического мышления, это очень важно. Подвергайте сомнению, не бойтесь задавать вопросы, в том числе учителям, преподавателям. Почему именно так? Я уверен, большинство из них сами не знают ответа, почему именно так. Но вам это очень поможет. Не верить на слово, в хорошем смысле, как бы докапываться до сути, до первоисточника и в целом до истины. Это очень классный навык, он поможет вам не давать собой манипулировать и не вводить себя в заблуждение. И второй, наверное, момент – это будьте гибкими, мыслите гибко, потому что, как сказал один великий человек, что неграмотностью в 21 веке будет не умение писать, читать, и что там еще раньше считалось признаком грамотности, а неумение учиться, разучиваться и переучиваться. Я уверен, у большинства из вас, ну то есть профессия сейчас это уже не то, что было 100 лет назад, то есть одна и на всю жизнь. Мир очень быстро меняется, профессии тоже многие исчезают очень быстро. И помните, как в свое время были операторы пейджеров? Ну, то есть вы звонили туда и говорили, можете на такой-то номер отправить, и диктовали вот это вот сообщение. Сейчас вспоминаешь, аж смешно, да? Вы, наверное, даже не представляете, как такое возможно. Я к тому, что уже многих профессий нет, и они будут меняться еще быстрее, исчезать, появляться новые, поэтому будьте открыты ко всему. И не смотрите на профессию как на что-то такое, как на ставку всей вашей жизни. То есть это не так. Профессия, ее ценность в другом. Это как вход, да, скажем так, во взрослую жизнь. Вот. Но в последующем, если вдруг вам перестала она нравиться, если вы хотите чем-то другим, ну то есть будьте открыты ко всему. Это не значит, что надо сразу бросать и это самое, потому что есть еще финансовый момент. То есть, но вы можете все это делать параллельно. Поэтому будьте открыты, будьте готовы меняться и развивайте в себе навык учиться, потому что это очень важно. Те, кто не учились долгое время, у них этот навык атрофируется, поэтому они вот сидят в 40 лет и вроде бы и хотят что-то освоить новое, заняться тем, чем хотят, но они просто, у них мозг уже не такой гибкий, он просто разучился учиться. Вот не теряйте в себе этот навык. В 21 веке конкуренция будет только расти на рынке труда, потому что людей становится больше, образование все более доступным становится, продолжительность жизни растет, и поэтому конкуренция будет только усиливаться на рынке труда. Поэтому выживут не те, уж точно у кого богатые родители, или, скажем так, кто в нужное время в нужном месте оказался, выживут те, кто умеют адаптироваться и очень быстро меняться. Поэтому не теряйте в себе вот эту вот детскую гибкость, скажем так, и открытость всему новому.
Это, наверное, главное, что я хотел сказать. Спасибо большое, Ханбек, что вы пришли, уделили нам свое золотое время. Спасибо. Поделились Вам, что очень позвали. важными инсайтами. Я думаю, что многие школьники возьмут для себя что-то полезное из этих 40 минут. Еще раз спасибо. Благодарим вас. Спасибо, Джазгуль. Да. Вам тоже успехов. Очень полезным делом занимаетесь. Спасибо. Ребята, мы хотим вам еще раз напомнить, что за самый лучший комментарий мы отправим вам книгу от Ханбека. Поэтому оставляйте комментарии, подписывайтесь. Благодарим вас за внимание и желаем удачи. Твое будущее создается сегодня.